телепрограмма «Точка взаимодействия», Россия-24. И мы находимся в прямом эфире сегодня в парке «Россия. Моя история». Здесь проходит круглый стол «Безопасная Арктика-2023». И сейчас вы увидите на своих экранах, как все это показано, рассказано и показано. Вот смотрите, сейчас здесь выстроилась техника МЧС России, в том числе новые, недавно поступившие вездеходы. И мы сейчас поговорим с представителем, главным специальным местом МЧС России, с Константином Стручковым. Здравствуйте. Здравствуйте. Что сегодня вот представлено и почему сегодня здесь так много техники? Сегодня в рамках межведомственных опытно-исследовательских учений «Безопасная Арктика-2023» на территории исторического парка «Россия. Моя история» Главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия организована выставка аварийно-спасательной и пожарной техники, а также пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования. Кроме этого, здесь участвуют крупные организации, как ЕКТ «Сокол», Хотутен, также Республиканский центр медицины катастроф, вот, ООО «Вездеходы Бурлак», кроме этого участвует. А также в самом музее представлены экспозиции, можно сказать, общественной организации ВДПО, пожарно-технические вооружения, а также ООО «Мила». Это все можно, увидеть в парке, да, вот прямо? Да, в самом парке. Ага. Это там вот такие. А вот здесь вот как можно посмотреть, кто может прийти, или это вход свободный все? Здесь вход свободный, можете с 9 до 6 подъехать, посмотреть, детям показать. Здесь представители все покажут, расскажут. И хотелось бы сразу, раз мы стоим около какой-то палатки, может быть, нам расскажут представители МЧС Якутии, да, что это? Это переносной госпиталь Республиканского центра медицины катастроф Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Сами представители, наверное, скорее всего, поточнее расскажут. Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Супулов Егор Прохорович, заместитель главного врача Республиканского центра медицины катастроф. Вот этот вот, он как бы переносной, это палатка из чего? Она из материала из ПВХ, определенной структуры. Получается, мы работаем, она в автономном режиме, имеется там генератор и пушка. Оп, это сразу здесь. А, и здесь сразу оборудование, да? Ну, это укладки, получается. Ага. А здесь это... Тут ага. осмотр делается, Ага. потом уже здесь койки. Ну, сегодня мы развернули 4 койки, получается. А вообще... Полностью оборудованный. Да. Есть шприц-насосы, ЭКГ и дефибрилляторы. Ну, самые необходимые оборудования. За сколько минут можно такой госпиталь развернуть? Или Ну, в течение 25 минут все полностью можем развернуть. Полностью 100% на готовности. А вот это специальное отверстие для тепла. То есть... Именно для, да, это тепловая пушка снаружи, получается, отсюда уже идет тепло. И здесь необходимое оборудование тоже переносное, да, такое? Да, это все переносное. Приходилось вам его испытывать? Да, мы обслуживаем массовые мероприятия спортивные, а также во время паводка ездим, а также вот на природные пожары. И как техника работает? Это же основной, наверное. Да? В смысле? Техника как работает? Как повела вообще себя техника в этом направлении? Ну, исправно мы. Все нормально работает. Спасибо. И это вот
я так понимаю, сразу для сердца, да? Это шприц насос. И при желании вообще палатка, ну или это четко вот на столько-то процентов получается максимально Ну, сколько? у нас получается 3 таких модуля, мы можем развернуть до 20 коек, получается, дополнительно. Можем увеличить до 30 коек. Если поставим 3 модуля, получается, вот, максимум 30 коек. И хотелось бы узнать, вот в этих модулях должны работать обученные люди или же может обыкновенный врач, который имеет медицинское образование в этом Ну, участвовать? смотрите, у нас получается служба медицины катастроф, да, мы дополнительно берем дополнительно внештатные врачи, это то есть с РБ-2, с РБ-1 можем дополнительно взять наших врачей и могут, конечно, они работать в этих условиях. Понятно. Я с вами не прощаюсь, сейчас мы прервемся и будем дальше рассказывать, что здесь можно еще посмотреть на этой выставке. Сейчас проверю.